Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подводить итоги недели. В студии Анастасия Ильчубаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Скорая, информационная помощь. Как вызвать врача или узнать результаты теста на ковид, не выходя из дома. Обычные такие вопросы рутинные, но которые очень важны для населения. Телефонные линии поликлиник и больниц перегружены. На помощь пришел ситуационный антиковидный центр. То есть вы как психолог работаете? Ну да, пытаюсь. Уфу возьмут в железнодорожное кольцо, север и юг вновь свяжут трамвайные пути, а восточный выезд будет завершен раньше намеченного срока. Транспортный парк нужно улучшить для того, чтобы все наши жители могли в очень комфортных условиях перемещаться. На форуме «Транспорт России-2020» Башкортостан представил крупнейшие инфраструктурные проекты не только в масштабах региона. «Вкус Башкортостана» в России создают гастрономическую карту. От республики более 20 заявок. Очень важно определенные вкусовые преимущества наших продуктов. Какие национальные продукты станут региональными брендами? Продукт такой, что для каждого, чтобы было и доступно, и вкусно. Ожившая память, военные кадры без прикрас. И мы сейчас, создав данную платформу, где вся история ребят структурирована. Музей солдатской славы и материнской памяти теперь в цифровом формате. Наводим на эту картинку, и она оживает. Россиянам придется носить защитные маски до 1 января 2022 года. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач России Анна Попова. Изначально масочный режим должен был закончиться 1 января 2021 года. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации принято решение продлить действие приказа еще на 1 год. Тем временем количество смертей от COVID-19 достигло 75. Минздрав сообщил о еще одной погибшей. Это жительница Дюртюлинского района, 1952 года рождения. У нее были сопутствующие заболевания. Ожирение второй степени, двусторонний нефросклероз, бронхиальная астма. За сутки было выявлено 126 новых случаев коронавируса. В стационарах проходит лечение 392 пациента, из них в тяжелом состоянии 39, на ИВЛ-14. На амбулаторном лечении находится почти 1300 заболевших. Количество случаев с небольничной пневмонией за сутки 379, выписанных пациентов 401. Медицина вне зоны доступа – это одна из больших проблем, с которой столкнулись жители республики в последние месяцы. Порой невозможно дозвониться до скорой или поликлиники, крайне трудно. Получить простейшую информацию, оформить больничный или узнать результаты анализов, не выходя из дома. Именно поэтому на неделе заработала новая структура, которая должна решить эти проблемы. Ситуационный антиковидный центр создан по указу главы республики. По большому счету, это новая горячая линия, где люди могут получить консультации, в том числе у медэкспертов, или решить какие-то простейшие задачи. На сегодня поступило уже более 5000 звонков. О том, какие вопросы чаще всего задают операторам и как прошла первая неделя работы, в материале Артура Шамсудинова. Ситуационный центр Республики Башкортостан, мы вас слушаем. Оператор 44. Добрый день. Здравствуйте. Я по вопросу того, что я заболела. За первую неделю работы они, кажется, и сами стали экспертами в вопросах коронавируса. Что делать, если поставили диагноз ковид? Одно из самых распространенных обращений. Следом идут просьбы уточнить результаты анализа, либо записать на прием к специалисту. Сколько в среднем один звонок длится если по разговору? Около 5 минут. В первое время уставала, сейчас уже привыкла, уже все хорошо. Я смотрю, печеньки прямо рядом с вами, да? Тут кофе, чай? Да, все есть. Все для комфортной работы у нас все есть. Тематика обращений напрямую зависит от новостной повестки дня. К примеру, ажиотаж был после того, как люди узнали о полагающихся бесплатных лекарствах от COVID-19. Операторы уточняют, препараты положены только тем, кому их выписали врачи. И вопреки ошибочной информации, вызвать скорую через антиковидный центр нельзя. Для более оперативной работы колл-центр был поделен на несколько рабочих зон. В каждой есть свои эксперты и тимлидеры. Это сделано для более быстрого и слаженного взаимодействия. Кроме того, это позволяет в целом оптимизировать рабочий процесс. К примеру, пока одни работают, другие могут позволить себе уйти на обед. Среди операторов колл-центра нет ни одного медика. Впрочем, все они еще до открытия прошли небольшую образовательную программу. Обучающие пятиминутки проводятся и в немногочисленных перерывах. К примеру, сегодня напоминают, что жители могут скачать и зарегистрироваться в приложении к врачу. Заявитель через это мобильное приложение теперь сможет увидеть готовый анализ на ПЦР. Вот такой видеоролик, пожалуйста,
Если нужно, мы вам скинули это в ваши чаты. Альбина Нугаева начала работать в ситуационном центре как оператор, однако уже через пару дней ее, можно сказать, повысили. Правда, слово «руководитель» здесь не называют, предпочитая использовать «тимлидер». Девушка помогает решать своей группе организационные моменты. На своей основной работе работаю секретарем, то есть, скажем так, определенный опыт работы с людьми также. Самое главное, мне кажется, качество, которое должно быть в колл-центре у работника, это стрессоустойчивость, потому что звонки поступают разного рода. В ситуационном антиковидном центре ведут учет обращений. Решенные вопросы отмечают зеленым цветом. Таких, как правило, большинство. Остальные перенаправляют в медучреждения. По возможности операторы перезванивают заявителям. Вопрос был решен консультацией оператора. Вы довольны. Спасибо вам, не болейте. До свидания. Оператор принимает звонок. Вдруг у него возник какой-то вопрос, помощь эксперта. Он поднимает флажок, помощь эксперта, эксперт видя, и подходит к нему. Прямо здесь и сейчас. Если эксперт не занят, то эксперт дает консультацию нашему заявителю. Центр создали для оперативной консультации людей по вопросам коронавируса. Прежде всего для того, чтобы разгрузить медицинские учреждения от многочисленных звонков. Очень часто люди обращаются с просьбой рассказать о состоянии родственников, находящихся в каких-то медицинских учреждениях. Мы тоже связываемся с медицинскими учреждениями, узнаем состояние и доводим до родственников ситуацию, что, собственно, происходит. Наименьшее число обращений было, как выяснилось, в самый первый день работы. Всего около 600, дальше больше. Теперь за сутки регистрируют не менее 1000 звонков. Консультации проводят с 8 утра до 20 часов вечера. Пока операторы работают бригадами по 75 человек. Но если будет необходимость, колл-центр станет круглосуточным. На всякий случай в здании Конгресс-холла уже начали создавать дополнительные места. Артур Шамсудинов и Станислав Птица. Итоги недели. Уфа. Цифровой Башкортостан. В Уфе состоялось техническое открытие Центра управления республикой. По поручению президента России Владимира Путина аналогичные центры должны появиться во всех регионах страны до 1 декабря текущего года. Их главная задача – сбор и аналитика жалоб жителей, а также их скорейшее решение. На неделе с сотрудниками башкирского ЦУРа встретились глава республики Ради Хабиров и премьер-министр правительства Андрей Назаров. Руководитель региона тогда отметил, что кроме сбора обращений и накопившихся проблем граждан, новый центр должен улучшать работу госучреждений. Например, координировать действия, чтобы в период пандемии жители знали, где можно пройти анализ на компьютерном томографе. Даже такие вещи, где освободилось окошко, регулируются, чтобы мы понимали общую картину по тяжелой медицинской технике, мы понимали картину по уборке улиц, потому что все в Яндексе, все в ГЛОНАССе и так далее. Поэтому это большая работа, которая должна быть погружена, вот тогда это будет ЦУ. Какие прогнозы по строительству? Значит, с учетом того, что здесь все-таки в отличие от наших госпиталей есть некоторое количество мокрых процессов, а у мокрых процессов есть своя технология, поэтому задача ставила до конца декабря, но с учетом морозов и количества свай, которое казалось необходимо забить больше, я думаю, что будет в середине января. Объем поступающей информации будет колоссальным, и чтобы справиться с ним, Центр управления республикой объединит представителей региональных министерств, ведомств, муниципалитетов, подразделений администрации главы и департаментов правительства. Все обращения жителей будут автоматически отражаться на тепловой карте. На первом этапе ЦУР будет функционировать на базе управления главы Башкортостана по социальным коммуникациям. Пионерами стали сотрудники системы инцидент-менеджмент, которые за 2 года помогли жителям получить положительные ответы на 127 тысяч обращений. В нашем управлении пока ничего не меняется. Мы как работали, так и работаем. Мы анализировали и выгружали информацию и раньше для тех или иных совещаний того или иного уровня, так и дальше будем это делать. Это один из этапов, это на первом этапе. А впоследствии, когда уже мы сможем пересесть все вместе, можно будет тогда совместно с коллегами из министерств принимать решения другого уровня. Грузовые поезда пустят вокруг Уфы. Основным пассажирским транспортом должен стать трамвай, а через Белую построят новый мост стоимостью в более чем 10 миллиардов рублей. Башкортостан представил крупные проекты по развитию инфраструктуры в Москве на международном форуме «Транспорт России». Одно из главных решений – строительство восточного выезда завершится раньше намеченного. На это было получено досрочное финансирование в размере более 2 миллиардов рублей. С подробностями Динара Таймасханова.
Восточный выезд – один из крупнейших проектов не только для Башкортостана, но и для всей страны. Артерия, которая соединит две трассы – М5 и М7. Строительство началось еще в далеком 92-м. В нулевые работы были остановлены. Сейчас же стройка идет. Ее завершение стало основной темой транспортного форума в Москве, на котором сдача объекта перенеслась с 2024 на 2023 год. Это стало возможным благодаря досрочному финансированию в размере 2 миллиардов 300 миллионов рублей из федерального бюджета. Восточный выезд включает в себя автодорожный тоннель, мост через реку Уфимку, эстакаду и скоростную дорогу до трассы М5. Общая протяженность объекта составляет почти 14 километров. По БКД, по дорогам мы вроде тоже постараемся не подвести, объемы большие сделали. Вообще в этом году мы посчитали, что по сути беспрецедентное количество денег мы получили. Ну, понятно, с учетом транша, которая на восточный выезд, поэтому очень за это признательны. У нас дороги, сами знаете, большие. Вопросов много, очень много населенных пунктов, потому что село большое, поэтому сейчас люди на селе живут, уже тоже просят. Мы там как-то своими силами пытаемся. На форуме делегация республики также презентовала строительство южного железнодорожного обхода столицы. Состоялась встреча с генеральным директором РЖД. Основная цель проекта – вывести грузовые составы, в том числе и опасные, за территорию Уфы. Уже обсуждается механизм финансирования этого объекта. Проект предварительно также стоит около 27,5 миллиардов рублей. Жизненно необходим для Уфы, потому что мы хотим организовать железнодорожную кольцевую уфимскую дорогу. То есть полностью закрыть, в смысле, кольцом город Уфу. Пятилетнее соглашение о сотрудничестве подписано с крупным машиностроительным холдингом. Речь о развитии трамвайной инфраструктуры столицы. Пока не очень любимый вид транспорта уфимцев может стать основным. Проект подразумевает соединение северной и южной части города. За счет так называемой «зеленой волны» системы управления светофорами из кабины трамвая его скорость может увеличиться до 2,5 раз. Пересаживая основной пассажиропоток на такой вот эффективный транспорт, мы уменьшаем количество малого подвижного состава. Это в первую очередь автобусы среднего класса, малого класса. Тем самым разгружаем транспортную артерию города и создаем комфортную среду для других водителей. Федеральное дорожное агентство поддержало проект строительства мостового перехода через реку Белую в створе улицы Интернациональной. На строительство уйдет почти 10,5 миллиардов рублей. Возвести его планируют к 2025-му. А уже в этом году республика лидирует по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Башкортостане отремонтировали свыше 213 километров автодорог. А это кровеносные артерии экономики. Динара Таймасханова, Артур Елай, Владимир Шевчук. Итоги недели. Попробовать республику на вкус. Башкортостан подал максимальное количество заявок для признания национальных продуктов региональными брендами – 26. Среди них не только привычные мед и кумыс. Министерство сельского хозяйства России проводит конкурс, по результатам которого победители получат федеральную поддержку. И главное, будет создана карта вкусов страны. А вот что олицетворяет в гастрономии Башкортостан, узнала Екатерина Тимиряева. Вот именно от молодого коня вот такой вот козылык получается. Светлый, нежный. При варке он тает во рту. Очень вкусный. Пусть и на современном оборудовании, но по старинным башкирским рецептам национальное блюдо козылык готовят в Уфимском районе. Никаких химических добавок, только все натуральное. Используется мясо лошади не старше 3 лет, специальная печь, растопленная древесными опилками, естественный пар при температуре от 72 до 82 градусов. Особый вкус и аромат продукции придает дым от щепок ольхи, бука и яблони. Также из конины мы делаем чужук, москвичку делаем, там присутствует конина, ну и филе белое, как говорится. Ну, в общем, продукт такой, что, ну как, для всех, для каждого, чтобы было и доступно, и вкусно. Привет, мамочки мои. Это уже Гафурийский район. Альбина Инбекова с любовью ухаживает за страусами. В фермерском хозяйстве «Великолепный страус» она работает с самого начала и уже изучила все особенности, привычки этих птиц. В день мы кормим 2 раза. Это мы как приходим, здание отапливаем, чтобы им тепло было. Потом мы убираемся в игольных зонах, открываем все двери, они выходят. В определенное время мы заходим, кормим. После обеда то же самое.
Ферма работает и как контактный зоопарк, то есть экзотических птиц можно погладить, покормить, сделать фото. Здесь организуют экскурсии, угощают деликатесами – шашлыком, вяленой страусятиной или яичницей. Все желающие могут приобрести абсолютно эксклюзивные сувениры ручной работы. Уникальный для этих краев продукт – вяленое филе страуса из Башкортостана – будет представлен как региональный бренд. Великолепный страус стал визитной карточкой Республики Башкортостан. И мы действительно вышли на хороший, доброкачественный уровень зрелищности всех птиц и животных, которых мы содержим. И что самое главное для нас, гости уезжают довольные. Всего Башкортостан представил 26 наименований на конкурс «Вкусы России-2020». Лидирует башкирский мед – более 2400 голосов, медовый сыр, эко-салат, клубника – более 1000 голосов, травы караиделя – свыше 800. Вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов считает, что особенность всех продуктов в их неповторимом вкусе, созданном башкирской природой и историей. У нас не просто само качество, но очень важно определенные вкусовые преимущества наших продуктов. Это наша природа, это наши леса, это наши луга, это наша генетика наших коров, наших пчел. Да, это тоже дает, наших лошадей, естественно, это дает такой интересный вкус, который очень сильно затягивает на нашей территории россиян, ну и зарубежных наших гостей. До 2 декабря любой пользователь интернета может отдать голос за того или иного претендента на сайте russiantaste.ru. Организовывает конкурс Минсельхоз России, который определит 8 финалистов и запустит программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отечественных продуктов питания. Кроме того, будет сформирована масштабная карта вкусов России. И башкирский оттенок там обязательно будет, если республиканские продукты наберут голоса. Екатерина Тимиряева, Ильдар Байбулатов, Азат Садреев, Вахид Халимов, Родион Матвеев. Итоги недели. Мобилизованные и готовы к любой ситуации. В Стерлитамаке продолжается строительство клинико-диагностического инфекционного центра. Работы идут в 2 смены. На стройке трудится более 700 человек и свыше 80 единиц техники. Накануне площадку посетили глава Башкортостана Ради Хабиров и премьер-министр правительства Андрей Назаров. Когда медучреждение примет первых пациентов и что еще проинспектировало руководство региона в ходе рабочей поездки по югу республики, расскажет мой коллега Азат Садреев. Строить второй ковид-госпиталь рабочим проще, опыт возведения подобного медучреждения в короткие сроки имеется. Зубовский инфекционный центр уже прочно вошел в жизнь республики. Сейчас в его Стерлитамакском братья-близнецы идет монтаж внутренних стен и перегородок, отделочные работы. Ход строительства инфекционной больницы находится на особом контроле Радия Хайбирова. Не случайно глава Башкортостана во время рабочей поездки по югу региона первым делом посетил именно этот объект. Нам нужно срочно здесь сделать специализированное лечение ковида, вот для этого южного Стерлитамакского округа, и освобождать больницы коечный фонд. Вот немножко тревожит. Все успеем, но это серьезно. Это государственная задача. Все свои задачи понимают. В стройматериалах недостатка нет. Их везут сюда со всей республики. С огромными объемами справляются сообща. То есть уже поставлен на поток, это раз. Поэтому с производством панелей и конструкций уже нет заминок. Второе, здесь комбинированная система. Стальные конструкции произведен Нефтекамский, а также из черного металла. В Стерлитамакском инфекционном центре разместят 60 боксированных палат, 14 реанимационных. Помимо этого будут работать родильные, детское и хирургическое отделения. Все необходимое оборудование уже закуплено, и на нем есть кому работать. По словам регионального Минздрава, новый центр будет многофункциональным. По окончании пандемии его можно перепрофилировать. Пока же в пиковой нагрузке медучреждение сможет принять порядка 300 больных коронавирусом. До открытия госпиталя осталось меньше 2 недель. Срок сдачи объекта – начало декабря. Строительство инфекционного госпиталя в Стерлитамаке идет полным ходом. После окончания всех работ это медучреждение будет точной копией больницы, расположенной в Уфимском районе, вблизи села Зубово. Проект в плане своей функциональности оказался настолько удачным, что его взяли на вооружение и в других регионах России.
А это новый хирургический комплекс Салаватской больницы, фактически ставший многофункциональным медучреждением. Первых пациентов здесь ждут в конце ноября. Ради Хабиров дал поручение Минздраву продолжать модернизацию системы здравоохранения города, а вот реконструкцией набережной реки Белой глава Башкортостана остался недоволен. Предыдущий подрядчик оказался недобросовестным, с ним расторгли контракт. Новый исполнитель попытался в сжатые сроки исправить ситуацию, но не все получилось. Главе передайте, я очень-очень недоволен. Он новый глава, конечно, он за все это отвечает. Передайте ему прямо. Плохо очень отработали. Ради Хабиров посетил крупнейшее российское предприятие по производству катализаторов и адсорбентов для нефтегазовой отрасли. А в следующем году мощности Салаватского катализаторного завода вырастут еще больше после реализации инвестпроекта по строительству установки для производства порошковых силикагелей. Продукт востребован среди потребителей, число которых растет. Еще один успешно реализованный инвестиционный проект – строительство терминально-складского комплекса из 12 резервуаров для хранения дорожного битума и сырья для его производства. Вложения составили порядка 460 миллионов рублей. В августе текущего года проект получил поддержку на инвестчасе. Этот проект увеличивает объем хранения сырья и дорожных битумов, которые выпускает наше предприятие, на 60 тысяч тонн. То есть на 60% практически. Это позволит, во-первых, обеспечить загрузку предприятия в зимний период, потому что битум – это продукт сезонный. И в основном реализуется только летом. В Ишимбае руководитель региона посетил площадку особой экономической зоны «Алга», резиденты которой уже начали строительство производственных комплексов для размещения предприятий. Среди них компания «ЗУР», выпускающая светодиодные светильники и опоры для них, а также швейная фабрика «Аркада» по производству рабочей и спортивной одежды мощностью до 500 тысяч комплектов в год. Первые здания построят до конца декабря, а свободных мест на территории особой экономической зоны в 470 гектаров почти не осталось. Мы практически Алгу уже заполнили, у нас немного осталось, на очереди стоят еще инвесторы. Я вот сейчас не об этом думаю, я думаю уже о другой точке роста, пока не определился где. Но я абсолютно сомневаюсь, что к концу следующего года мы Алгу раскачаем, она у нас и в рейтинге займет достойное место, поэтому я хочу обращаться уже в правительство России еще об одной точке роста. Своевременной оказалась помощь, которую глава Башкортостана предложил крупному производителю мобильных буровых установок для нефтяных компаний. В связи с непростой ситуацией в мировой экономике и снижением объемов добычи нефти, завод «Идель-Нефтемаш» не получал новых заказов больше полугода. Удержаться на плаву помогли подписанные ранее контракты на поставку оборудования. Ради Хабиров пригласил заводчан на инвестчас, чтобы обсудить дальнейшее развитие предприятия. После того, как уменьшили добычу в марте, то есть все инвестиционные программы буровых компаний были свернуты. И до сегодняшнего дня практически никто ничего не закупал в плане буровой установки, потому что они идут все-таки под развитие новых скважин. Жители многоквартирных домов номер 2 и 4 по улице Ленина не ожидали встретить Радия Хабирова на своей детской игровой площадке. А она, кстати, новая, построенная в рамках программы «Башкирские дворики». Здесь положили новый асфальт, посадили деревья и кустарники, смонтировали детскую и спортивную площадку с травмобезопасным покрытием, установили ограждения, скамейки и урны. Занятия по душе теперь могут найти люди разных возрастов, как говорится, от мала до велика. Очень довольны результатом, очень довольны. Потому что сами видите, толщина резинового покрытия прям вообще просто... А летом как здесь было прекрасно. Если зальют каток, будем здесь кататься. Детям, конечно, здесь очень нравится. Говорю, мы вот мерзнем, прям выходим, дети гуляют. Никогда мы загнать не можем. Качество жизни местных жителей будет продолжать меняться к лучшему. В 2022 году республика отметит 90-летие с начала добычи первой ишимбайской нефти. Глава региона отметил, что ведет переговоры с Башнефтью о совместной подготовке к этой дате. Подарком станет благоустройство главных общественных территорий города. Азат Садреев, Артур Елаев, Виктор Беренков и Виктор Демидов. Итоги недели. Стерлитамак, Салават, Ишимбай. Обзвонить более полумиллиона жителей республики и предупредить о необходимости оставаться дома. Речь идет о тех, кому за 65. Во время пандемии дел у социальных работников прибавилось. Помимо основной нагрузки, они помогают доставлять продукты и лекарства для самоизолированных людей. О буднях, выбравших профессию помогать людям, в репортаже Руслана Батыргареева.
Купить продуктов, приготовить обед, убраться в доме. Для женщины занятия привычные. Но она это делает по несколько раз в день. Сначала у одной подопечной, потом у другой. Альфина Ишмаева – социальный работник. У меня на участке 20 человек. Каждый день приходится по 10, к 10 сходить. Ну, есть продукты приносим, есть уборка, есть кому-то лекарства надо выписать в поликлинике. Целый день на ногах, работа нелегкая, и помочь нужно не только по хозяйству, а иногда и согреть теплым словом. Ведь среди их подопечных в основном одинокие пожилые люди. Но главное, говорит Альфина Ишмаева, любить свою работу и получать удовольствие от сделанного добра. А это ей удается уже на протяжении 30 лет. Кушать подать, тут убрать, вскипятить кипяток. Тут вот видит беспорядок, разберется немного. Помощь, то есть, ощущаете? А? Помощь ощущаете? А как же? Я только и жду ее. И в этом доме сегодня долгожданный визит, словно родную дочь, 90-летняя Эмилия Морозова встречает социального работника. Каждый понедельник и четверг уже на протяжении 6 лет у нее в гостях Мария Иванова. Как дочь, уже родной человек, потому что она ко мне уже 6 лет ходит. И такой замечательный человек, именно человек, который родился для таких людей, как пожилые. Но такие теплые слова от подопечных суждено услышать не всем. Ведь в профессии остаются лишь самые стойкие, для которых помогать людям становится не просто работой, а призванием. Вообще нужно вот сердце иметь, понимаете, чтобы здесь работать. Жалость, жалеть, доброта самое главное. На сегодняшний день в республике трудится порядка 2000 социальных работников. Они обслуживают чуть больше 37 тысяч человек пожилого возраста, которые нуждаются в той или иной помощи. Но во время пандемии работы прибавилось. Мы всем нуждающимся гражданам свыше 65 лет, которые имеют хронические заболевания, оказываем бесплатные услуги по доставке продуктов, по медикаментов, товаров первой необходимости и выносу мусора. А еще социальные работники обзванивают всех, кому за 65 и кто находится в зоне риска, чтобы обратиться с просьбой придерживаться режима самоизоляции, а в случае необходимости предложить и руку помощи. Руслан Батыргареев, Азамат Мухамедшин и Мунир Вильданов. Итоги недели. А сейчас коротко о событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой. В Башкортостане вступил в силу закон о платных парковках. Бесплатными будут только первые 20 минут. Возле школ, больниц и других социальных учреждений без ущерба кошельку можно остановиться на час. За парковку не нужно платить с 9 часов вечера до 7 утра в будни и в любое время в выходные и праздничные дни. Бесплатно же на любое время смогут парковаться автомобили участников Великой Отечественной войны и граждан с ограниченными возможностями здоровья. Артура Газизова, сбившего сотрудника ГИБДД, задержали и отправили за решетку. В ближайшие 2 месяца он проведет в СИЗО. Его обвиняют в насилии в отношении представителя власти. В начале месяца Газизов наехал на инспектора. После того, как правоохранитель потребовал остановиться, на момент совершения преступления водитель уже был лишен водительских прав. После инцидента автохам скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Сейчас молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Кушнаренковского района. 43-летний чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. В администрации и дома у главы муниципалитета прошли обыски. По версии следствия, в июле прошлого года Руслан Гизатуллин заключил договор аренды земли площадью 145 гектаров в селе Первушино, которая предназначалась для сельскохозяйственного производства. Однако коммерческая фирма, которая поставила подпись в договоре, не занималась сельхоздеятельностью. Факт вскрылся после оперативно-розыскных мероприятий у ФСБ России по Республике Башкортостан. Филиал скандально известного частного пансионата «Моя семья» в селе Зубово также закрыли. Часть постояльцев забрали родственники, остальные под опекой регионального министерства семьи, труда и соцзащиты населения. Пансионат получил печальную известность после нескольких скандальных случаев. СМИ опубликовали фото полураздетых стариков на кроватях без постельного белья. Через несколько дней погиб 81-летний мужчина, который пытался на канате из простыней убежать со 2-го этажа здания. Все это происходило в отделении пансионата в поселке 8 марта, откуда родственники забрали своих близких и все равно сдали в этот же пансионат, но уже филиал в поселке Зубово.
похудел и сделал коррекцию зрения ради армии. Уроженец Хайбулинского района не смог пройти медкомиссию в военкомате, но вместо того, чтобы навсегда отказаться от службы по медицинским показаниям, попросил отсрочку. За 6 месяцев молодой человек улучшил зрение и сбросил вес. Тренировки совмещал с работой. Утром кардио, вечером плюс к этому еще силовые. Жители Уфы спасли умирающую цаплю. Раненую птицу нашли на дороге возле села Михайловка. У нее было повреждено крыло, и улететь она никуда не могла. Под свою опеку цаплю взяли волонтеры центра Сапсан. Перелом оказался серьезным, потребовалась операция. К сожалению, шансов, что птица снова сможет взлететь, практически нет. Безумная любовь или больное чувство собственности. На этой неделе ревнивец из села Ольховое Кармаскалинского района, который, со слов близких и знакомых, постоянно пьянствовал и систематически бил супругу, зарезал ее после того, как она подала на развод. Женщина работала воспитателем в детском саду. Душегуб, вооружившись ножом, пришел прямо в дошкольное учреждение, чтобы исполнить задуманное. В здании в это время были дети. До этого он уже пытался лишить супругу жизни. Однако, со слов родственников погибшей, правоохранительные органы проигнорировали это. Уйти от тирана женщина планировала давно, а когда решилась, мужчина пытался всеми способами вернуть любимую. Не получилось. Мой коллега Радмир Азнабаев провел собственное расследование и пообщался с близкими семьи. На этих кадрах Даниил Лукманов, вооруженный ножом, подходит к детскому саду, где его уже экс-супруга работала воспитателем. 3 недели назад они расстались, но мужчина всеми способами пытался вернуть ее. Ходил буквально по пятам. Встречал и провожал до работы, а Эльвира крепко стояла на своем. В итоге решил за двоих. Либо она с ним, либо уже ни с кем. Визжали, крик. Я думал, дети кричат, а эта женщина что-то выла. Душераздирающие крики услышал физрук местной школы, которая находится в одном здании с дошкольным учреждением. Он и обезвредил злоумышленника. Сегодня детский сад не работает, двери закрыты, проводятся следственные действия. По одной из версий, ревнивец без особых проблем проник, замечу, в охраняемый объект, поднялся на 2-й этаж, нанес несколько ножевых бывшей супруги. Но видели ли это дети, вопрос остается пока открытым. 2 удара в живот и последний в сердце. Эльвира Лукманова потеряла много крови и погибла в карете скорой помощи. За 25 лет совместной жизни пара вырастила 2 детей. С виду семья казалась любящей и дружной, не упускали моменты выбраться вместе на природу или на речку. Вот, например, их фотографии с последнего совместного отдыха в Крыму. А эта уже счастливая семья празднует совершеннолетие сына. Но лишь близкие знали, что на самом деле представляет из себя этот человек, и что семейная идиллия – это лишь обложка для Инстаграма. Тиран и неадекватный алкоголик. Так описывает бывшего супруга дочери мама погибшей. Ведь с ее слов он ревновал жену к каждому столбу и бил по любому поводу. Унижал, оскорблял, бил, душил. Он работать не давал. А на концерт ведет, объявит номер, выйдет, а этот бугай стоит и или бьет, или ругает. Разругались и с детьми сюда пришли, у меня жили. У меня муж только в июле умер в этом году. И вот еще. После развода мужчина ударился во все тяжкие, доходило даже до поджога дома. К примеру, это уже кадры после очередного приступа ревности. Даниил Лукманов бежит за женой через все село с лезвием в руке. От тюрьмы его спасла только жалость супруги. Она ее и погубила. Ладно, терпели. Она сама просила, ладно, ну не трогайте его, не надо. Он отрезвеет, нормально все будет. Ну вот, недавно поджег дом. Милиция не среагировала ни капельки. Гонялся по улице с ножом за ней. Милиция так сказали. Убьет, приходи. Потом будем решать. Ну вот сейчас убил. За более чем 20 лет соседские дома стали убежищем для Эльвиры и ее детей. Были даже негласные правила. Если папа пьян, то лучше отсидеться у родителей или у друзей. Какой человек он вообще? Плохой человек. Но он буянил, по пьяни много хулиганил. Избивал жену, да? Было такое дело. Прибегали к нам. Моего отца просили сбегать в утихомире там. Бегать за матерью с ножом, избивать. Такие события были. Между тем душегубу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, пока на 2 месяца. Такое решение принял Кармаскалинский межрайонный суд Башкортостана, рассмотрев ходатайство следователя. В отношении подозреваемого планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы. Сейчас с детьми, которые слышали крики и стоны умирающей воспитательницы, работают психологи. Даниил Лукманов обвиняется по статье «Убийство». Ревнивцу, оставившего своих детей без матери и отца, грозит до 15 лет лишения свободы. Радмир Азнабаев, Азамат Даянов и Ильдус Камалеев. Итоги недели. Фотографии, оживающие в руках и превращающиеся в кадры военной жизни без прикрас. Музей солдатской славы и материнской памяти в Уфе теперь в цифровом формате. О новом режиме экспозиции расскажет Айгуль Хатыпова.
Вот, например, мы включаем программку, наводим на эту картинку, и она оживает. И вот уже вместо обычной открытки перед глазами кадры настоящей войны. Кровавая драма в июле 93-го, разыгравшаяся на российской погранзаставе в Таджикистане. Ее кульминация осталась за кадром. Вот здесь, на видео, 18 молодых ребят, сумевших выбраться живыми с поля боя. Осталось 19 заставы, оставшихся в живых, находится перед вами заместитель начальника заставы лейтенант Мерзикин. А теперь на этой почтовой карточке запечатлена целая история о том, как 48 пограничников дали отпор сотням маджахедов. Лица на портретах не просто молодые, они почти детские. Виктор Визовой, разведчик, погиб 7 января 95 года. Под фотографией бойца его каска, вернее сказать, ее остатки. Он спас своих товарищей, приняв на себя огонь. Последнее письмо домой солдат закончил словами из песни Цоя. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне. Но судьба распорядилась иначе. Он погиб, когда ему было 21. И таких рассказов много. Только в Уфимском музее представлены истории 374 парней из нашей республики, отдавших жизни за мирное небо над головой. Вот этот комитет, он очень необычен тем, что здесь действительно много любви. Открытие интерактивного музея совпало с 30-летним юбилеем Комитета защиты граждан и военнослужащих, на базе которого он изначально и был создан. В этот день свою награду получили люди, которые создавали и практически четверть века наполняли музей новой информацией. Почетные грамоты подписаны еще рукой мэра Уфы Ульфата Мустафина и серебряные значки. Почетная грамота сопровождается серебряным значком. Это высшая награда администрации городского округа города Уфа. Очень надеемся, что в ваших руках музей будет развиваться. Спасибо большое. Музей необычный в своем роде. Он существует уже 30 лет и насчитывает более 2500 экспонатов. Экспозиция рассказывает о бойцах, которые служили в горячих точках и их матерях. Списки имен убитых и пропавших без вести, трогательные фотографии, медали и грамоты. Вот и вся память, которая осталась от погибших солдат. Решение сделать музей интерактивным появилось не просто так. Первый звоночек прозвенел в 2009 году. Тогда здесь случилась авария на теплотрассе. Пострадало более 80% экспонатов. Восстанавливать их пришлось практически с нуля. Восстанавливали музей, можно сказать, всем миром. Деньги на реконструкцию давал в том числе глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Уже тогда руководство музея приняло решение начать оцифровку экспонатов. Ну, и следующий толчок, который нас подтолкнул к 3D-туру, и к оцифровке всей информации. Мы когда проводили конкурс сочинений «Расскажи о герое, который живет рядом с тобой», многие обращались, учителя, мы не можем найти информацию. И мы тогда поняли, что всех же не пригласишь в музей. Да, город Уфа приезжает, а вот в других дальних районах. Масштабная работа уже стартовала. Пока в Уфимском музее работает только один виртуальный гид. Первые записи экскурсий набрали свыше 1500 просмотров. Но в планах работников организовать для посетителей полное погружение шелестом листвы, звуками боев и запахом пороха. Все это делается для того, чтобы перенести человека в ту реальность, рассказать о тяжелых событиях войн, показать мужественные подвиги наших солдат, оживить картину прошлого, чтобы в памяти были живы герои, подарившие людям мир и саму жизнь. Айгуль Хатыпова, Булат Садриев. Итоги недели. На этом все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго.